Осенняя погода в период, когда в Сибае стартуют сельскохозяйственные ярмарки, традиционно выдается холодной и промозглой. Однако для тех, кто хочет запастись продуктами на зиму впрок, погодные условия не преграда. Ведь именно на осенней сельхозярмарке можно приобрести все необходимые товары как оптом, так и в розницу. Мы сами сибайские, мясо привезли из Севзелинского района, совхоз «Урал». Мясо говядины, пожалуйста, мясо молодое. Куры домашние, сибайские. Сами выращиваем, продаем. Мясо конина с Кизильского района привезли. Каждый год торгуем. Какая спросом пользуется? Ну, кому какая нравится. Кому-то нравится сардельки, кому-то копченые, кому-то вареные. Вот у нас липас расторопший, липас иван-чай, мир расторопший. Картошка очень хорошая, вкусная. Что могу сказать? Рассыпчатая картошка, сварите прям объедение. Янчуринский липовый мед в этом году очень мало было, но все-таки сумели взять. Остальное донник, цветочный. Пчеловод из Янчуринского района Габдулха Гузьянович делится. Урожай меда в нынешнем году нельзя назвать богатым. Виной всему холодное лето в регионе. Как результат, существенное подорожание продукта. Цена на 3-литровку липового меда взметнулась до 2000 рублей. Банку Доникова можно выторговать за 1300. Отразились погодные условия и на стоимости овощей. Так цена за килограмм капусты составляет 15-17 рублей. Лук порядка 20. Картошка по 130-150 рублей за большое ведро в случае удачного торга. При этом цены на продукты варьируются в зависимости от того, где располагается торговая точка, откуда был привезен товар и в какое время совершать покупку. К концу ярмарки продавцы становятся сговорчивей. В процесс подобного локального ценообразования оказываются вовлечены как продавцы, так и покупатели. Все взяли, еще придем сейчас за яблоками, за овощи, фруктами. Еще цены, еще где большие, я считаю. В конце начнется снижаться. Подешевле, да? Да. К концу дня? Да. Наверное, А что планируете еще докупить по сходной цене? Вот перец сейчас 30, он в конце будет рублей 15-20. Видите, ну, все равно на 10 рублей разница. Нам одно надо, покупателям другое надо. Ну, середину золотую ищем. Пик продажи, на вторую ярмарку, наверное, будет. Да, где-то так. Вторая, третья ярмарка вот самая. Еще не все знают, что сегодня ярмарка, потому что 30-я обычно в октябре же начинается. Где-то вторая, третья ярмарка будет. Организация подобных ярмарок помогает решить сразу две проблемы. Это, во-первых, обеспечение населения жизненно важными продовольственными товарами и, во-вторых, сбыт продукции сельхозпроизводителями. Товары, выставленные на прилавках, имеют широкую географию и представляют предпринимателей не только районов Зауралья, но и других соседних областей. Многие участвуют в сибайской ярмарке на ежегодной основе, знают местного потребителя, что называется, в лицо, и даже готовы терпеть определенные неудобства, связанные с размещением на точке. Впрочем, все по правилам конкурентного рынка. Приехали вчера в 6 часов вечера, заняли место, и вот стоим, торгуем. Мы за день сюда приезжаем, занимаем место. Утром пораньше приезжаем, 4 часа утра. С вечера приходим, ночью. Потом тут ночуете, да, машина? Да, в машине ночую. Для многих горожан посещение осенней ярмарки уже стало приятной ежегодной традицией. Большинство местных покупателей предпочитает товар с ярмарочных прилавков магазинному. Ну, как-то здесь, мне кажется, в основном, если мясо брать, выращенные, как говорится, экологически чистые продукты. Та же капуста, тот же лук, чеснок, морковь. Да вон мясо взяли немножко. А еще что планируете взять? Пока ничего больше. Зерна. Я мед только, за медом пришла, больше ничего не надо. Всегда беру 3 баночки 3-литровки на зиму. За медом пришли мы, цветочный взяли, лук еще огородный, все. Остальное все есть в огороде в своем. Ну, тут выбор большой. Продукты, потому что Свежий, да. Свежий и выбор есть. Конечно, подходи и бери. Участие в первой осенней ярмарке приняли сельхозпроизводители из 5 районов Башкортостана, городов Сибай, Уфа, Магнитогорск, а также соседних Челябинской и Оренбургской областей. В общей сложности продано более 110 тонн продукции на общую сумму свыше 6 миллионов 700 тысяч рублей. Для тех, кто не успел запастись на зиму, напоминаем, что сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться еженедельно по субботам на протяжении всего октября. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.